Айнура Джумагуль-кызы, заведующая кафедрой кыргызского языка Кыргызского технического университета, приняла участие в конкурсе вместе со своими студентами, придумав сценарий сборника «Робот» Касыма Таныстанова. И сегодня они стали победителями конкурса. Мы хотели сделать нашу работу особенной и написали сценарий биографии Касыма Таныстанова и привлекли молодых актеров нашего вуза и Кыргызского драматического театра. И наша стала самой лучшей, и мы победили. Всего по условиям конкурса на суд жюри поступило более 3000 работ от детских садов, дошкольников и студентов, охватывающих всю территорию страны. Из них 9 победителей получили призовые места, из которых 5 участников получили наивысшие 30 баллов. Остальные 4 участника получили награды за активное участие с 29 баллами. Цель проведения конкурса – это дать знать молодым, что нужно ценить труды своих предков, уважать их работу и огромный вклад в государство. Я рад, что участников было очень много со всех регионов. Мы достигли своей цели. Для анализа поступивших работ было сформировано жюри. Они были определены на основе 3 критериев с 10-бальной системой для каждого критерия. Напомним, что мероприятие организовано Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике. Прошло по 2 конкурсам. Первый в виде статьи под названием «Государственность и государственный язык». Во второй по 5 месяцам, посвященным 120-летию Касыма Таныстанова. Все участники молодцы, они подошли к конкурсу каждый по-своему. Были отличные идеи, но победителями стали сильнейшие. Кроме того, за 5 месяцев, посвященных 120-летию Касыма Таныстанова, поступило более 3000 работ, лучшие из которых были отобраны и успешно представлены в номинации «Государственность и государственный язык». Бексултан Мурадилов, Келдбек Уланбеков, СТВ.